Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Большие проекты и нерешенные проблемы. Новейшая история это впервые. С какими итогами дорожная отрасль республики подошла к концу года, выслушал Дмитрий Аренин. Историческая точность. Эта деталь как оплавлена, то есть самолет когда горел, она сплавилась. Как в Казани продолжают восстанавливать бомбардировщик П-2 и почему молодежь идет на это, увидел Рамиль Шайдуллин. Субсидия в 2 клика. Приложение «Мои субсидии» в телефоне есть. На эту программу заходишь, все документы от них отправлять можно. Новое приложение помогает сберечь и расширить бизнес. Получить финансовую помощь теперь можно, не выезжая из дома. С фермерами из Арского района пообщался Тагир Валиди. В Казани сегодня простились с известной татарской журналисткой Земфирой Гильмуддиновой. Ставила нам такой образец журналистики, про который мы еще будем очень долго вспоминать. О воспоминаниях коллег и друзей расскажет Вероника Гайнутдинова. В Татарстане в ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки и гололед. Так, завтра в республике пройдет мокрый снег, местами гололедица. Днем до -5, ночью похолодает до 7 градусов. В субботу в республике также снегопад. В воскресенье в некоторых районах ожидается метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. По прогнозам гидрометцентра, в начале следующей недели погода в республике будет формироваться под влиянием западного циклона. Ожидается снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица. К 2024 году в Татарстане будут реализованы масштабные дорожные проекты. Тем самым сбудутся мечты об инфраструктуре многих поколений жителей республики. Это международный автобан М-12, новые обходы федеральной магистрали М-7 и вылетные трассы из Казани. Долгожданные проекты идут по плану. Для неожиданно возникших проблем нашлось решение. Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарид Ханифов сегодня подвел итоги года. Как он отметил, несмотря на пандемию, республика продолжила модернизацию дорожного хозяйства, как идут работы на строящихся объектах, что сейчас происходит в транспорте с введением QR-кодов и как будет решаться проблема с пассажирскими перевозками в малых городах. Ответы выслушал Дмитрий Аренин. В нашу пресс-службу от вас, от коллег наших журналистов, поступало более 700 запросов. Где-то в среднем по 3 запроса в день. Серьезное. Такой интерес обусловлен масштабом происходящего в дорожном хозяйстве Татарстана. Республика реализует сразу несколько больших проектов. По плану идет строительство федеральной трассы М-12 и моста через Волгу. Для Казани возводят долгожданные магистрали. Это дублер Горьковского шоссе, Вознесенский тракт, Большое Казанское кольцо. Начали проектирование обходов Нижнекамска и набережных Челнов. Все ждем с нетерпением 2024 года, где, в общем-то, должно вступить в работу, введены в эксплуатацию 475 километров федеральных дорог первой категории. Огромный плюс в том, что мы становимся республикой, где будет проходить север, запад, восток, юг. Все это мы связываемся. И то, что мечтали, наверное, многие поколения татарстанцев, новейшая история это впервые. Вместе с долгожданными проектами отрасли необходимо решить неожиданно возникшую проблему. В этом году в малых городах республики, в частности Бугульме, обанкротились автотранспортные предприятия и закрылись маршруты. Все из-за нерентабельности пассажирских перевозок. Правительством принято решение привлечь специалистов Транспортного института Москвы. Они должны будут проанализировать прежние маршруты и составить новые. Договорились следующим образом. Давайте мы до начала разработки маршрутов вообще выясним, а действующие маршруты, их же принимал муниципалитет, чтобы мы ответили на вопрос, а что происходит с маршрутами? Почему падение или почему идет выпадающие доходы? Иногда, анализ сейчас показывает, в районах не хватало 1,5 миллиона, чтобы удержать ситуацию месяц. То есть это небольшие деньги. Как отметил Фарид Ханифов, в первые дни введения в общественном транспорте QR-кодов пассажиропоток упал на 1/4. Затем ситуация постепенно начала управляться. К Новому году объем перевозок может вернуться к прежним показателям. Буквально по 1% происходило восстановление
пассажиропотока. Нам осталось вот эти 6,6% от 780 тысяч человек собрать. Я видел сюжетные цифры Министерства здравоохранения по вакцинации. То, что такое решение было принято, с этих цифр понятно сразу. Столько раз, значит, увеличилось. Это умение любого сообщества научиться выживать. Пассажиропоток возвращается к допандемийным показателям по всем видам воздушного, речного и наземного транспорта. Это один из индикаторов того, что экономика возвращается на рельсы стабильного развития. Дмитрий Арин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту страшного ДТП в Актанышском районе. Напомним, там на трассе М7 столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Водитель и 3 пассажира «Шевроле Лачетти» скончались на месте. Они были жителями Башкортостана. Старшему из них 54 года, остальным 22, 23 и 26 лет. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть 2 и более лиц». Предварительная версия аварии: легковушку занесло, и она оказалась на встречной полосе. По факту аварии в Актанышском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более 2 лиц. Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве. Еще одна смертельная авария произошла накануне. В это же время на трассе между Заинском и Челнами 4 легковушки столкнулись с грузовиком. 1 человек погиб, 5 с различными травмами доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Рустам Минниханов сегодня находится в Москве в полномочном представительстве Татарстана. Он встретился с военнослужащими Преображенского полка. Это уроженцы Челнов и Арска. И здесь же ему передали книгу о боевом пути его дяди. Документы вручил член клуба офицеров при полпредстве Татарстана Айрат Валеев. Боевой путь Галимзяна Минниханова, дядя президента республики, он изучал с мая. Установил, Галимзян Минниханов был минометчиком. В октябре 41-го прибыл на службу в 50-ю стрелковую дивизию. Ему было всего 19 лет, когда он погиб в бою в подмосковной деревне Морево. Все сохранившиеся на сегодняшний день документы, полностью начиная с момента призыва до момента его гибели, включая приказы, полковые документы. Не взлетит, но живет. В Казани продолжают восстанавливать легендарную «Пешку». П-2 – бомбардировщик времен Великой Отечественной войны. Больше 10 тысяч этих юрких монопланов было собрано в Казани. Поэтому именно казанские инженеры и поисковики решили воссоздать его из обломков подбитых бортов. Для этого в республику доставили части 62 найденных самолетов. К работе подключилась молодежь, потому что считает, историю своей страны нужно знать. Рамиль Шайдулин с подробностями. Эта деталь как оплавлена. Сейчас ее нужно аккуратненько почистить, снять и при этом не повредить. Аккуратными движениями Олег Антохин стирает пыль и копоть, которым больше 80 лет. Они буквально впитались во фрагмент фюзеляжа легендарного П-2, сбитого во время военных сражений. Парень-поисковик с 14 лет восстанавливает историю. Я считаю, что каждый должен как минимум знать историю своей страны, причем подлинную, и не допускать ее искажения. Таких, как он, молодых поисковиков в татарстанском отделении объединения Отечества около 1000. Именно они несколько лет назад и взялись за восстановление бомбардировщика. Практически каждая пешка имеет отношение к Казани. И родилась идея отреставрировать самолет из боевых самолетов, которые потерпели катастрофу во время Великой Отечественной войны. Из 11,5 тысяч П-2 больше 10 тысяч собрали на Казанском авиазаводе. Юркая машина сразу стала грозой фашистов. Перед участниками общества стоит непростая задача. П-2 им нужно восстановить в точности, поэтому в своей работе они используют как оригинальные детали, так и оригинальные технологии. Некоторые фрагменты довольно-таки массивные, очень большие, которые, в принципе, были доставлены в результате таких больших масштабных наших экспедиций, такие как, например, в Мурманской области мы с дна озера Среднее Ваенское доставали упавший в озеро самолет. П-2 вынуждены собирать по частям, потому что размер некоторых фрагментов
проектов десятки метров. Размах крыльев данного самолета составляет 18 метров. Пред вами только центральная часть, и ее ширина составляет всего-то 6 метров. Да, нам нужен желательно, конечно, ангар побольше. Когда будет готов восстановленный П-2, пока неизвестно. Поисковики не ставят сроков. Главное, чтобы он состоял именно из оригинальных деталей. Те, что уже есть, искали по всей России и нашли от Мурманска до Черного моря. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. Из Татарстана на службу в элитные войска сегодня отправились 50 ребят. 10 из них будут нести службу в президентском полку. Это особая российская военная часть. Солдат здесь называют лицом армии и страны. Через 2 недели в России завершается призывная кампания. С 1 октября вооруженные силы из республики призваны более 2500 человек. До конца года призовут порядка 1000 ребят. Товарищ генерал-майор, личный состав воинской команды, убывающих для частей президентского полка, на инструктаж собран начальник сборного пункта полковник Каримов. Здравствуйте, товарищи татарстанцы. Боевой настрой и военная выправка еще до начала службы. Все эти ребята отправляются в президентский полк страны. Попасть в элитные войска – их мечта с детства. Но одного желания мало. Нужно соответствовать жестким требованиям. Рост не менее 1,75 м. Атлетическое телосложение. Без татуировок и шрамов. Никаких вредных привычек и дефектов речи. Не должно быть приводов в полицию. Я был юноармейцем в городе Альметьевск. Городской юноармеец, а также в школьном отряде юноармии состоял. Занимался спортом, военно-прикладными искусствами. Президентский полк страны уже много лет укомплектовывают лучшими призывниками со всех регионов страны, в том числе из Татарстана. На службу в Москву отправится только 20 ребят. Чтобы ознакомиться с личными делами этих призывников, офицеры полка специально приезжали в Казань. Основ военной службы в республике поставлен довольно-таки неплохо. И главная задача подготовить ребят к службе, чтобы они умели знать азы строевой подготовки, были физически подготовлены, умели разбирать, собирать автомат Калашникова. Все это проходится по основам военной службы в школах и дает очень хорошую подготовку к службе в армии. В этом году в президентский полк отобраны ребята из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. За последние 10 лет там отслужили 300 татарстанцев. Перед тем, как попасть в призывной пункт, ребята сдают ПЦР-тест. Затем здесь ждут, когда отправятся в войска. Обычно это 2-3 дня. Сегодня из центра «Патриот» будущие солдаты направились в Москву, Свердловскую область и Иваново. Иван Сарафанов, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань. В Татарстане 54 тысячи предпринимателей и фермеров с помощью приложения «Мои субсидии» оформили поддержку почти на 300 миллионов рублей. Все на развитие малого и среднего бизнеса. Новый сервис разработан Центром цифровой трансформации республики. Здесь до конца года будут доступны 59 разных услуг. В 2 клика можно заполнить необходимый перечень документов и подать заявку. Среди получателей денежной поддержки фермеры из Арского района. Они рассказали Тагиру Валиди, как упростило их жизнь новое приложение. Вот «Мои субсидии». Приложение «Мои субсидии» в телефоне есть. На эту программу заходишь, все документы от них отправлять можно. Вообще удобно. Табрис Махмутов уже получил субсидию для развития своего бизнеса. В его фермерском хозяйстве поголовье выросло, потребовался новый хлев. Благодаря приложению «Мои субсидии» получить деньги он смог дистанционно, заполнив анкету на сайте. 3 коровы было, и сарай маленький был, старенький. В том году сосед мой строил, после этого я хотел. Вместе с женой договорились и хотели построить вот в этом году. Летом построили. Сейчас уже 5 коров. Субсидии дали 400 тысяч. Мы должны уже 8 голов сделать. Для этого постараемся. Благодаря приложению теперь фермеру не нужно ездить в райцентр или Казань. Оформить документы, заполнить анкету можно в смартфоне. Там же и проверить статус заявки. Мы начинали с 3 голов коровы. Сейчас здесь стоит 10 дойных коров. В соседнем хозяйстве 10 голов дойных коров и телята. Прокормить такое стадо непросто. Поэтому Вагиз Файзарахманов решил воспользоваться приложением и оформить субсидию для закупки кормов. При этом не теряя драгоценного времени. Туда-сюда бегать, документами бегать. Работу надо делать, на поле надо работать. Конечно, облегчить. Сервис «Мои субсидии» запустили весной этого года. За это время было подано свыше 54 тысяч заявок на сумму свыше 300 миллионов рублей. Самая популярная программа – компенсация затрат на содержание коров и коз в подсобных хозяйствах. Сервис «Мои субсидии» – это единый каталог всех государственных мер поддержки малого, среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и для частных фермеров. В онлайн-формате подать заявку на получение мер поддержки,
отслеживать ее статус. На данный момент в сервисе доступно 19 мер поддержки для малого и среднего бизнеса. До конца года появится еще 40 мер поддержки. Тагир Валиди, Ильгиз Шакуров, Александр Вольнов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Арский район. Абсолютное большинство туристов имеет QR-коды. Как Казань готовится к наплыву туристов на новогодние каникулы, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Москве Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров компании «Туполев». Обсуждались итоги работы предприятия в этом году и перспективы развития. Напомним, президент Татарстана в сентябре был избран председателем Совета директоров Туполева. Это ведущее предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головной компанией дивизиона стратегической и специальной авиации под управлением корпорации «Ростех». Филиалы есть в Казани, Ульяновске, Самаре, Жуковском, Санкт-Петербурге, Таганроге, Рязани, Ахтубинске. На производстве трудится более 12 тысяч человек. Можно ли и как цифровизировать культуру? Как наследие композитора Яхина сделать достоянием общественности, не нарушив авторские права его наследников? Об этом и не только сегодня говорили на заседании Высшего совета общественного движения «Татарстан. Новый век». На встрече собрались руководители региональных объединений и активисты, подводили итоги года. Есть ли повод для гордости и какие проблемы озвучили на совещании? Юлия Гоголева обо всем по порядку. Это виртуальный тренажер. С его помощью можно почувствовать себя гончаром или резчиком по дереву. Это лишь часть оборудования, которое появилось в Казанском институте культуры. И все благодаря гранту 150 миллионов рублей. Проект казанских студентов по цифровизации культурного наследия обошел работы 160 вузов со всей страны. За год здесь появились 3 творческие лаборатории по пошиву национальных костюмов народов Поволжья, керамике и резьбе по дереву. В рамках этого гранта мы увидели возможности, как можно транслировать народно-художественную культуру, народные промыслы, народно-художественную культуру на мировой рынок. Потому что в целом именно сохранение идентичности культур – это является одной из главных целей нашей нации. Проект сегодня презентуют Фариду Мухаммедшину. Сохранение родных языков, национальной идентичности всех народов Татарстана – одна из основных задач движения «Татарстан. Новый век». Организовать жизнь в условиях полиэтничности и многоязычия непросто, но это наши скрепы, надежда и уверенность в завтрашнем дне. Если есть или появляются проблемы в взаимоотношениях народов, ни о каком созидании идти речь не может. Руководитель Казанской консерватории вспоминает, 4 года назад здесь дали старт грандиозному проекту, музыкальному порталу истории татарской музыки. Теперь надеется на помощь в другом вопросе. Вот недавно вышла фонохрестоматия татарской хоровой музыки, антология, которую записал камерный хор Республики Татарстан. И на вопрос, а почему там нет Яхина? Они ответили, наследники попросили и называют сумму. Это серьезно затрудняет создание аналогии, хрестоматии и просветительскую деятельность в целом. Я, конечно, не знаю, как решать вопрос, потому что это международное авторское право, с одной стороны, но какая-то здесь несправедливость явно есть. Чтобы решить вопрос, нужны юристы. Важно сохранить татарское наследие, при этом не нарушив авторских прав. Сейчас культурное наследие Татарстана, собранное по крупицам волонтерами в разных районах республики, переходит в электронные фонды. Это песни, старинные рукописи. 2022 год в Татарстане объявлен годом цифровизации, а значит, эта работа будет только набирать обороты. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В Казани сегодня простились с известной татарской журналисткой Земфирой Гильмуддиновой. Проводить ее в последний путь пришли друзья, родные, коллеги. Она была настоящим профессионалом своего дела, тонко чувствовала и изучала культуру, рассказывала о ней своим читателям. Добродушный, честный, отзывчивый человек, говорили о ней. Своими воспоминаниями друзья и коллеги поделились с Вероникой Гильмуддиновой. Для одних близкий друг, для других профессионал, мастер своего дела. Проститься с Земфирой Гильмуддиновой пришли журналисты, писатели, артисты, коллеги, общественные деятели и земляки. Уходят такие талантливые люди. Земфира писала на красивом, литературном татарском языке. Она одна из немногих, кто это делал профессионально, качественно. Много журналистов, которые освещают тему культуры. Это, наверное, самая популярная тема в журналистике. Но мало таких, кто, как Земфира, анализировала эту культуру. Она высказывала свою точку зрения. Она
делала полный анализ. Она оставила нам такой образец журналистики. Земфира Гильмудинова родом из Тюлячинского района. Окончив Казанский институт культуры, она уехала работать в Мамадышский район, где руководила Народным театром. В свое время пела в группах Фердинанда Салахова и Зайнаб Фархетдиновой. Земфира мои знакомые 90-х годов. Вместе выступали концертами. С ней не было скучно. Она умела преподнести себя. Ее все уважали. Больше 10 лет проработала в редакции журнала «Сехне». С 2014 года была руководителем пресс-службы Татарской филармонии. Занималась писательской деятельностью, получила театральную премию имени Дамира Сиразеева. Земфира Гильмудинова часто была гостем программ ТНВ. В сентябре Земфира Гильмудинова перешла в отдел исполкома Казани, где курировала национальную политику в области языковой культуры, но успела проработать там только 2 месяца. Даже когда болела она о работе, думала, ей бы, конечно, работать, приносить пользу нашему татарскому искусству, культуре. Очень обидно. Земфире Гильмудиновой было всего 54 года. Ее похоронили в родном Тюлячинском районе. Вероника Гайнудинова, Чулпан Касимова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. На Шаян ТВ «Шаян Алифба». Такой познавательный проект стартует на Первом татарском детском канале с 20 декабря. В игровой и музыкальной форме он будет обучать маленьких зрителей буквам татарского алфавита. Простые слова, яркие образы, анимация, игровая подача – все, чтобы легко усвоить азы родной речи. Проект реализован совместно с комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. До Нового года остается 2 недели. Бугульминцы решили в этом году украсить город в стиле игры «Майнкрафт». Такую идею предложили дети. Чтобы построить 70-метровый портал, уже завезли 20 грузовиков льда. Чем еще удивит Бугулькрафт? В репортаже Филюзы Хамидуллиной. Нам раздали кубики, и мы строили вот этого человечка. Это главный герой игры «Майнкрафт» Стив. 6-метровая фигура встречает гостей на входе в парк. Его макет из строительных кубиков собрала Виталина Писанова. 3-классница занимается в школе юных архитекторов. Вместе с ребятами придумали концепцию зимнего парка. Мы хотели построить парк в стиле «Майнкрафта», построили парк из квадратиков. «Майнкрафт» — это игра из квадратиков. Было интересно, что нравится детям и каким они представляют себе праздничный город. Поэтому главный архитектор Бугульмы объявил конкурс рисунков. Из 60 работ выбрали лучшие. Как выяснилось, большинству нравится популярная игра. Так возникла идея и появился проект «Бугулькрафт». Все концепции, предложенные школьниками, проработали с юными архитекторами. Наша основная задача именно не корректировать максимально детские фантазии, а воплощать их в реальность. Потому что, да, вот ребенок нарисовал, а по итогу потом видит, что это все воплощается в таких габаритах и на центральной площади. Для них это, вау-эффект. Очень ярко, интересно, празднично, новогоднее. Это хорошая игра, почему бы ее не поставить в центре города? Я в эту игру достаточно долго играл, когда был маленький. Вообще все нравится, я пришла специально для этого на площадь. Рядом со Стивом появится и Алекс, она тоже героиня Майнкрафта. Но и традиционные новогодние персонажи не забыты. Будет и Дед Мороз, и Снегурочка, и даже Щелкунчик. Место осталось и для развлекательных аттракционов. Здесь построят 70-метровый лабиринт в стиле игры «Пакман». Это будет самый длинный лабиринт в Татарстане, который сделан изо льда. Рядом будет стоять главный персонаж этой игры. 4-метровую фигуру Пакмана уже полюбили юные бугульминцы. Яркий, красивый цвет. Понравился? Да. Она прикольная, желтая, большая. Я специально зашла в интернет и нашла, кто такой Пакман. Главным украшением Бугульмы станет 17-метровая елка. Она уже зажгла свои огни. Рядом появится снежный тигр, символ наступающего года. Я так думаю, на этом новогоднем городке каждый найдет для себя знакомого персонажа, потому что и даже крокодил Гена вместе с Чебурашкой придут в гости, так скажем, в виде снежных скульптур на этом новогоднем городке. Мы решили, чтобы все прониклись и все поняли,
общую идею. Поиграть в Бугулькрафт можно будет уже через 2 недели. К этому времени строители обещают закончить работу. Открытие главной елки будет не менее ярким и интересным, чем сам новогодний городок. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма. На этом пока все. Напомню, что больше новостей вы найдете на нашей странице в интернете, также на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. Впервые в ювелирном салоне «Яхонт». Грандиозная распродажа ювелирных изделий со скидкой 60%. Бриллианты, золото, серебро. От классики до самых современных новинок ювелирной моды. Успейте купить свое украшение в «Яхонт» со скидкой 60%. Потому что количество товара ограничено. Такое предложение не повторится. Воспользуйтесь своим шансом. Спешите в «Яхонт» на распродажу. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 86 02. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань 204 2 700. Многопрофильный центр «Казанская клиника» – это широкий спектр медицинских услуг. Опытные врачи, доступные цены. Лушникова, 10, Глушко, 21А, 2 101 106. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Блефаропластика. Клиника «Третий глаз». 26 900 рублей за оба века. Эффективно, профессионально. Телефон 202 202 8. Здравствуйте! Погода в республике по-прежнему нестабильна. Еще один не по сезону теплый день прогнозируется и на пятницу. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Павлах, Азнакаево облачность сохранится. Снег местами с дождем. Температура воздуха -2. Погода будет пасмурной и с осадками в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Синоптики обещают снег, мокрый снег, местами с дождем и всего 1 градус ниже нуля. Пасмурно и сыро в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Здесь тоже стало заметно теплее. В Арске, в Кукмаре, Балтаси повышенный температурный фон и снег с дождем. На дорогах гололедица и снежные заносы, будьте предельно осторожны. Не избежать осадков и жителям Болгара, Ржанова, Буинска. Дневная температура всего 0 градусов. Пасмурный циклон, Чистополе, Вальметьевске, Мамадыше. Температура повышенная, пройдет снег с дождем. Несмотря на теплую погоду, одевайтесь по сезону. Впереди полезная информация. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает: пора начать лечение в «Доктор Ост». С помощью новейших технологий «Доктор Ост» создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скованность движений. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода. Снег с дождем, ночью -2, а днем около 0. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 94%. Магнитное поле Земли спокойное, но нестабильная погода неблагоприятна для самочувствия. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.